Ну, если запись у нас готова, я прошу включить запись, аудиозапись интервью Валентины Васильевны Перепелкиной с сыном Гаврила Васильевича Леонидом Гавриловичем Ксенофонтовым. Аудиозапись будет, пожалуйста. Леонид Гаврилович, вам, конечно, трудно вспоминать, но вот этот страшный день-то вы помните в 1937 году? Да, помню, значит, пришли к нам трое молодых людей в штатской форме. Утром, значит, провели обыск, опечатали все его, значит, вещи, книги, материалов очень много. Вот. Ну и вот тогда отец, видимо, допустил одну ошибку. Он, значит, работал над вторым томом Илиады. Вернее, нет, он над вторым томом Уранха и Сахалара. Да, и вот он это все в рукописном виде взял с собой. Вот. Они ему разрешили. Он, видимо, рассчитывал там продолжать работать. Вот. Ну и в дальнейшем эти рукописи исчезли. Когда я ознакомился с делом отца, то там в описи значились 8 этих самых папок, этих материалов, но куда они дальше делись, мне ответить не смогли. Второй, видимо, сожгли. Вот, так что вот второй том таким образом пропал. Если бы это было оставлено, то мы бы, конечно, сейчас могли издать его. То, о чем меня спрашивали в иркутском издательстве. Вот. Но я должен сказать, что вот его архив в Дмитрове, он был спасен благодаря моей матери, потому что все это было опечатано, нам категорически запретили все трогать, но тем не менее, несмотря на эти запреты, она все эти ящики с материалами отправила в Красноярск. Вот. А в дальнейшем Дмитров был занят немцами, там были пожары, так что это могло и сгореть все. Вот. А в последующем эти материалы были переданы в Якутскую академию наук. Так что вот над ними сейчас работает. Сейчас Уранха и Сахалар вышел первый том. Да. Нет, и второй-то тоже есть же почему-то. Но это, может быть, продолжение первой этой книги. Это первый том в 2 книгах. Да, а второй том, вот он исчез. И были даже высказаны сомнения, был ли он написан. Но он был действительно напечатан. И вообще со слов вот, мамы, вроде помнится, что один экземпляр вот этого второго тома был передан мамой Окладникову. Но проверить сейчас это нельзя, Окладников тоже ушел из жизни. Проверить, так ли это или нет. Но она говорила о том, что все-таки один комплект остался, что отец с собой унес не все, он не мог печатать все равно в экземпляре. Вот, так что вот, может быть, и найдется вторая книга, второй том, точнее. Ну, тогда вот были такие